особое мнение о том, что происходит. Более того, в Уфе есть люди, которые не боятся высказать его вслух. По будням, кроме пятницы, эти люди приходят на «Эхо Москвы» в Уфе и отвечают на ваши вопросы. Слушайте программу «Персонально ваш» с понедельника по четверг в 15:10. «Персонально ваш». Добрый день. В прямом эфире «Эхо Москвы» в Уфе. У микрофона Дарья Кучеренко. Это прямой эфир, и это программа «Персонально ваш». И сегодня у нас в гостях Рустам Ахмадинуров, депутат Курултая от «Единой России». Здравствуйте, Рустам Маратович. Добрый день. Можно присоединяться к нашему эфиру, писать смс-сообщение на номер +7 927 304 1051. Трансляция прямая у нас на Ютубе запущена. Вы не так давно возглавили, можно сказать, футбольный клуб «Зоркий», который к Уфе не имеет отношения, который имеет отношение к Московской области. Я, насколько понимаю, что сейчас вы большое количество времени проводите именно там. Что вас связывает с этим клубом, и хватает ли вам времени на депутатскую деятельность в Башкортостане? Ну, какое-то отношение к республике имеет клуб. Потому что вы учредители. Да, сейчас. Потому что возглавляет и учредитель, наш земляк Ради Фаридович Хабиров. Там достаточно много наших земляков сейчас работает в администрации. Это он вас пригласил? Да, это пригласил Ради Фаридович, но так получилось, что у нас же в конце прошлого года, в начале нынешнего, закончились ликвидационные мероприятия, связанные с ликвидацией филиала, который я возглавлял долгие годы, филиал РГСУ в городе Уфе. И, соответственно, ректор принял решение еще в конце прошлого года, пригласила меня на работу советником ректора в Москву. Ну и вот в начале этого года было предложение курировать образовательные, социальные и общественные проекты именно в Подмосковье. Красногорск является столицей Подмосковья. У ректора состоялась встреча с Ради Фаридовичем. Было предложено мне, вот, в частности, по программам образовательным, это программа «Взлетает» для десятка гимназий Красногорска, который РГСУ разработал, курировать эту программу, спортивный клуб «Зоркий», который там для них, как Салават Юлаев для уфимцев, и деятельность общественной палаты, где вошли там звездные достаточно люди, Меладзе, Харатьян. По сути, ваша профессиональная деятельность сейчас вся сосредоточена в Красногорске. Но я бы не сказал, что вся в Красногорске, во-первых, в Подмосковье, но и в Красногорске как столице. И не сказал бы, что вся, потому что я по-прежнему участвую в деятельности комитета по образованию, по-прежнему участвую в пленарных заседаниях. Завтра вот у нас пленарное заседание будет. Я провожу приемы граждан. Ну, вам наверняка приходится много пропускать каких-то заседаний здесь, в Башкирии. Ну, по моей статистике, я посещаю 85%, то есть у меня одна из самых высоких статистик по посещениям, поэтому я не могу сказать, что я пропускаю. Да, конечно, был, во-первых, летний период, но и сейчас я тоже планирую, что буду в деятельности комитета и деятельности Госсобрания принимать участие. Но так как у меня основная рабочая деятельность, все-таки трудовая деятельность, я же работаю в Госсобрании на общественных началах, основная трудовая деятельность теперь все-таки связана, скажем так, трудовая книжка в Москве, то я, конечно, действую в соответствии с своими трудовыми обязанностями. Хотя это не исключает нахождение в том числе и в Уфе, потому что у нас остались ряд социальных проектов, школа российской политики, Народный университет, третьего возраста, у меня, конечно, другие. Наивное представление о депутатах, но в моей голове депутат – это все-таки человек, который встречается с избирателями, который решает какие-то вопросы по жалобам и обращениям избирателей, работает и так далее. На это надо очень много времени, на то, чтобы здесь вникать в какие-то проблемы, по которым принимаются законопроекты, надо очень много времени. А получается, для вас это как некое дополнение сейчас?
Ну, еще раз подчеркиваю, что был летний период. Во-вторых, 90% времени у любого депутата, работающих на общественных началах, занимает все-таки деятельность, трудовую деятельность по трудовому КЗОТу. То есть у нас только 20 депутатов, 21, по-моему, работают на постоянной основе, которые вот 90% там времени очень эффективный получается Курултай, если мы так посчитаем. Но такой у нас, такой закон, такая конституция. То есть у нас часть депутатов работает на профессиональной основе, а часть работают на общественных началах. Соответственно, конечно, они выделяют только часть своего времени, в том числе свободного времени, для того, чтобы представлять интересы. Но это... А вам не кажется, что это каким-то образом снижает эффективность работы законодательного органа, и, может быть, стоит задуматься о том, чтобы пересмотреть, какое количество депутатов могут быть там на профессиональной основе, а какое на непрофессиональной? Ну, мы это проходили, у нас вообще есть такой опыт. Допустим, по-моему, в Москве, где компактно проживают, там только на профессиональной основе, но в большинстве субъектов, таких как Башкирия, которые имеют очень большую протяженность, важно иметь депутатов и мнение избирателей от всех, вот у нас получается 68, там 60 с лишним районов, городов, 65 районов, городов республики, муниципальных образований. И там желательно иметь хотя бы представителя, пусть даже наделенного полномочиями депутата, но пусть даже работающих на общественных началах. Делать 100 депутатов с министерской зарплатой, там, условно говоря, мне кажется, это очень расточительно. Можно снизить зарплату. Но вы думаете, если мы снизим заработную плату депутатам, мы наберем толковых людей туда, и они будут толково нами управлять? А вы подскажите, министерская зарплата – это сколько сегодня в республике? Это вы у министров спросите. Я не получаю эту зарплату и не знаю. Ну, я тоже просто не знаю, она разная бывает, там 250 тысяч, 200. Я знаю, что у Константина Борисовича Толкачева мы запрос делали, где-то зарплата 1250. В общем, если платить такие деньги, то, конечно, да, это разорительно. Я думаю, у Константина Борисовича должна быть побольше заработная плата. Но... А вы не считаете, что заработная плата депутатов должна быть, может быть, примерно как средняя зарплата в Башкирии или чуть повыше, но не сильно отличающаяся? Ну, вот в парламентах, допустим, там цивилизованных стран есть какое-то соотношение, там 1 к 6, 1 к 4. То есть это вполне может быть, допустим, средняя зарплата у нас около 30 тысяч, то, соответственно, это может быть около 120, или с 180, около 200 тысяч рублей заработная плата. У нас примерно, наверное, так оно и есть. На самом деле, я не знаю, сколько заработная плата депутатов. Хорошо. Думали ли вы о предстоящих выборах в Курултай, которые будут в следующем году? И опять-таки, учитывая, что сейчас вы работаете фактически в Подмосковье, какое у вас, в общем-то, какие у вас планы по поводу выдвижения своего на следующий год? Сама избирательная кампания начнется у нас где-то в мае 2018 года, то есть после президентских выборов. Время для этого еще есть. До этого, возможно, будет еще праймерис. Я думаю, что к этому сроку я приму для себя решение, но прежде всего надо понимать, насколько это будет отвечать, соответственно, мнениям и запросам избирателей. Если избиратель почувствует, что я оторвался от региона, то смысла, мне кажется, выдвигаться и не будет. Если же у меня будет какая-то в этом плане и связь и обязательства перед своими избирателями, то можно и подумать. На сегодняшний день, еще раз подчеркиваю, те проекты, которые мы реализуем, то есть и Народный университет работает, и программа по школе российской политики, мы сейчас вот очередной набор наметили, и программа по повышению квалификации социальных работников и социальному предпринимательству, эти проекты работают. Продолжают. Здесь в Башкирии периодически возникают такие разговоры, слухи, мнения высказывают о том, что сейчас там в Красногорске формируется некая команда из тех, кто когда-то здесь занимал в Башкирии управленческие места, и они, возможно, в общем-то, вернутся в Башкирию. Ради Хабиров человек, который постоянно в какие-то якобы шорт-листы попадает возможных кандидатов на пост главы республики. Я так понимаю, что вы довольно близко с ним общаетесь. Доходят ли эти слухи до Красногорска, и как их там воспринимают? Вот вы ключевое слово сказали – слухи.
когда, допустим, я говорю об этом Раде Фаичу, то есть он говорит, я давно уже, в принципе, даже вот, не то, что не влезает в какие-то вопросы там местной башкирской политики, но он сейчас полностью, мне кажется, сосредоточен на выполнении функции мэра Красногорска, и там очень много что меняется. Мне приятно видеть, что Красногорск меняется там вот прямо на глазах. Те вопросы, которые мы можем вот иногда здесь решать годами, там решаются там неделями, месяцами. И мне кажется, что это действительно слухи, потому что он и те, кто сейчас с ним работают, они сосредоточены конкретным решением вопросов в той области, в том муниципальном образовании, в котором поставлен глава. Я же просто помогаю, при этом реализую функции, в том числе от вуза и в рамках того соглашения, того мандата, который мне дал ректор. Ну вот по поводу назначения, не знаю, видели ли вы на портале profu.ru и в сегодняшнем номере газеты «Бонус» статью, которая называется «Колода Балтачевских». Полпред Башкирии в Москве переквалифицировался в дорожника. Здесь Рамиль Рахматов рассуждает, собственно, о том, что, по его мнению, глава республики Рустем Хамитов ставит на какие-то довольно высокие должности своих земляков, тех, кто выходит из Балтачевского района. И вот, по его мнению, есть даже вот некая такая команда, и есть такой вот лобби, так сказать. А у вас есть впечатление, что действительно нечто подобное происходит? У меня такого впечатления нету. Но вот убрали балтачевского вице-премьера, да, совсем недавно, Ильяса Мунирова. Здесь, если говорим о Шайнурове, то его с полномочного представителя направили на достаточно важное там такое предприятие Башкиравтодор, да? Да. Возглавил. Но если сравнивать то, как у нас там в свое время в советское Горбачев, там ставропольских товарищей, или как нынешнее руководство питерских людей привлекало к власти, то мне кажется, что Рустем Закеевич здесь достаточно скромно с Балтачевского района привлекает. Можно и поболее. Да, это мне кажется, вполне умеренно, и там, где он считает, что эти люди могут себя хорошо проявить. Я не вижу в этом какой-то компанейщины. Я напомню, что это прямой эфир на «Эхе Москвы» в Уфе. Это программа «Персонально ваш». Сегодня у нас в гостях депутат Курултая от «Единой России» Рустем Ахмадинуров. Можно присылать вопросы. Номер +7 927 304 10 51. Надеюсь, что вы следите за новостями в республике. И если следите, то наверняка вы слышали о митингах, которые проходили в Уфе, которые планируется пройти в Уфе. Про это писали и федеральные средства массовой информации. Мы местные следим. Один из самых массовых митингов, который прошел в Уфе совсем недавно, 16 сентября, это митинг у Дворца спорта. Организаторы его назвали митингом в защиту башкирского языка. Повестка там была такая, что, в общем-то, нужно сделать башкирский язык обязательным для изучения в школах республики. Вот удивило ли вас, что вообще прошел такой митинг, количество людей, которые на него вышли, и понятно ли вам... сколько человек вышло, по вашим оценкам? Потому что я видел, что там дискуссия какая-то. Да, это правда. Кто-то говорит там 1500, организаторы говорят до 3500. По моим личным ощущениям, это где-то 2000. Многие называют именно эту цифру 2000 человек. Вам понятно, зачем эти люди вышли и чего они хотят? Начну с того, что, конечно, вот эта осенняя активность наших различных категорий граждан, начиная там с массового спорта до сегодня башкирского языка, она видна. Осенняя, что ли? Нет, я имею в виду весенние, по-моему, митинги по массовому спорту были. И летние были. И летние, да, и осенние, то, что сегодня вот эта активность граждан видна, но с другой стороны, вот это количество, допустим, по массовому спорту первый митинг там был 100 человек, потом 500, по-моему, человек, то есть это потом летом было где-то около тоже 500 человек. Это достаточно незначительные, с моей точки зрения, митинги, и они просто организуются людьми, которые по какой-то причине потеряли возможность, допустим, есть у нас там Николаев, он Федерацией хоккея управлял, забрали у него аккредитацию, потому что он не выполнил какие-то требования.
Вот они вышли на митинг, и там таких людей несколько. То есть просто чем-то обиженные, потому что просто отодвинутые от кормила, там, скажем, да. Вот здесь митинг, который последний был, который вы называете 16 сентября, он, конечно, мне кажется, вообще несколько выбивается потому что он политизирует проблему, которой в принципе не было. Но выступил президент страны, сказал о том, что принудительное изучение принудительное изучение какого-либо языка не должно быть. Сказал это применительно ко всей стране, да? Угу. Значит, насколько я понял, глава республики по этому поводу пытается реализовывать решение, которое сказал президент страны. Против этого решения, значит, выступает, ну, пусть даже 2000 человек, причем это в основном титульные нации, и в основном бывшие руководители тоже тех же там министерств, ведомств, занимающие руководящие поста. Ну, мне кажется, что это не самая актуальная тема на сегодняшний день вот, для республики. Я не уверена, что те, кто выходил на площадь у Дворца спорта, это как раз руководители бывших там министерств и так возглавляли. Далее. Вот 21 сентября завтра будет митинг Конгресса башкирского народа. Да, и вот там как раз, я думаю, те люди, о которых вы говорите. На митинге у Дворца спорта было очень много людей с детьми. Насколько я знаю, многие приехали из районов специально на этот митинг. Почему вы считаете, что это не основная проблема, или как вы назвали, не основная не главная тема? Повестка, да. Почему? Смотрите, этого очень много в информпространстве. Вы этого не замечаете? Нет, я замечаю это в информпространстве, но мне кажется, что это вот не самая главная проблема для людей вот на сегодняшний день, для жителей. По сути, это касается всех людей, у которых дети ходят в школу. Это очень большой процент населения. То есть вот они выступают за то, чтобы все-таки обязательность изучения башкирского языка была. Нет, эти люди столкнутся с тем, что им в школе нужно будет писать заявление о том, будет ли учить их ребенок язык башкирский в качестве государственного или не будет. Вот в чем вопрос. И они что? Есть те, кто отказывается, есть те, кто говорят, что заставляют писать заявление. Нет, выходят на митинг те, кто говорят, чтобы башкирский язык обязательно учили в школах, чтобы прекратили прокурорские проверки, чтобы, в общем-то, ввели башкирский как обязательно. Посмотрите, есть определенная часть людей, которые не титульной национальности, их 2/3 примерно. Они говорят, что мы в принципе не хотим, чтобы нас принуждали изучать башкирский язык. Ну, кто-то молчит, но кто-то говорит. Да, а эти люди говорят, что мы хотим, чтобы эту 2/3 заставляли. При этом это не конституционное требование. И президент страны об этом сказал, что это нельзя заставлять. Когда человек пишет заявление, вот я, допустим, татарин, но я пишу заявление, чтобы мои дети изучали башкирский язык, это нормально, если я сам написал это. Но если меня это принуждают, то это неправильно. Я не понимаю просто, почему эти люди выходят и хотят заставить принудительное изучение башкирского языка. Ну, потому что с точки зрения незаконно. Они говорят, что башкирский язык – это государственный язык в республике, и он должен изучаться давайте в том менять же тогда объеме, Конституцию Российской Федерации. Если мы в Конституции записали, что у нас добровольное изучение, то зачем мы протестуем против... То есть это не конституционное требование. Давайте менять Конституцию. А в Конституции Республики что записано? Что эти языки равнозначны в своем равнозначно, но не записано, что нужно принуждать изучать башкирский язык русского или чувашского. Это правда. В некоторых республиках в Конституции прямо записано, что язык изучается в обязательном порядке. А вы в Курултае не планируете этот вопрос поднимать по поводу изучения языков? Ну, вот у нас руководитель национально-культурных автономий, в частности, моя коллега Рима Утяшева, Рима Амировна, Виктор Александрович Пчелинцев, который собор русских, и у нас, по-моему, Азнабаев, коллега, они встречались с президентом, приняли вообще вот меры, которые вошли в указ главы по поддержке вот именно родных языков, в частности башкирского языка, специальные гранты предусматриваются. И, насколько я понимаю, эта тема будет дальше развиваться и в Госсобрании нашими коллегами. Вот если его развивать в плане
вот действительно поддержки башкирского языка как вот единственная территория там, на территории России, там, на земле, где башкирский язык, я эти вот явления очень готов поддерживать, но я против принудительного принуждения наших детей изучения башкирского языка. Мы сейчас должны прерваться на московские новости, после чего программа «Персонально ваш» продолжится. Никакого секрета. Мы говорим все, что знаешь. Радио «Эхо Москвы». Другие СМИ на радио «Эхо Москвы». Ежедневный обзор газет и журналов. Еженедельники в программе «Обложка». Телевидение в передачах «Телехранитель», «Человек из телевизора» и «Программное обеспечение». Главное из интернета в программе «Блок-аут». А каждый четверг – одна из тем исторического журнала «Дилетант». В Москве 13 часов 30 минут на Эхе новости. По меньшей мере 16 человек обратились за медицинской помощью после разгерметизации нефтяной скважины в Оренбургской области. Они жалуются на отравление сероводородом. В местном управлении МЧС Интерфаксу сказали, что скважину повредили во время строительных работ. Течь нефтепродуктов удалось оперативно устранить. Следственные органы сейчас проводят проверку. Инцидент произошел на скважине, которая находится в 7 километрах от населенного пункта Чкалов. Местным жителям рекомендовали не выходить на улицу, закрыть окна и двери. Совладелец Бинбанка Михаил Шишханов вновь будет руководить данной кредитной организацией. Он возглавил совет директоров, сменив на этом посту своего дядю Михаила Гуцериева. Ранее стало известно, что Бинбанк попросил ЦБ о санации. Руководители банка признали, что не рассчитали свои бизнес-силы. Бинбанк занимает 12 место по объему активов. Накануне сообщалось, что госкомпании забрали из этой кредитной организации треть своих вкладов. Лидеры организации «Христианское государство Святая Русь» Александра Калинина могут привлечь к уголовной ответственности за разжигание вражды, сообщает Интерфакс, ссылаясь на информированный источник. Калинин был задержан в Липецкой области. Как утверждает депутат Наталья Поклонская, это было сделано по ее запросу. По данным издания «Фонтанка», в общей сложности задержано 10 человек, которые могут быть причастны к поджогу автомобилей у офиса адвоката Константина Добрынина, к угрозам кинотеатрам и иным радикальным мерам противостояния фильму «Матильда». Американский актер и лауреат премии «Оскар» Морган Фриман призвал президента США защитить страну от атак России. Он записал видеообращение от имени недавно созданной организации «Комитет в поддержку расследования России». Фриман обвинил российское руководство и лично Владимира Путина в заговоре. На нас напали, мы ведем войну. Представьте такой киносценарий. Бывший агент КГБ, разозленный тем, что его родина рухнула, замышляет месть. Пользуясь хаосом и неразберихой, он взбирается по карьерной лестнице в постсоветской России и становится президентом. Он устанавливает авторитарный режим, а затем обращает внимание на своего заклятого врага, Соединенные Штаты. И как настоящий агент КГБ, он использует кибероружие для нападения на демократию по всему миру. Используя социальные медиа для распространения пропаганды и ложной информации, он порождает у людей в демократических обществах недоверие к их СМИ, к их политическим процессам и даже к их соседям. И он выигрывает. Этот шпион Владимир Путин, и это не киносценарий. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что к видеообращению Моргана Фримана вряд ли можно относиться серьезно. Многие творческие люди легко становятся жертвами эмоциональной перегрузки, не обладая реальной информацией о положении вещей, подчеркнул он. Официальный курс доллара на завтра 58 рублей 13 копеек, евро 69,77. В Москве сейчас плюс 17 градусов. Завтра днем обещает до 19. Возможен небольшой дождь. Марина Старцина, служба информации «Эхо Москвы». Реклама. По понедельникам после 14:30 в студию «Эхо Москвы» в Уфе приходят те, кто хочет сделать наш город красивее. Слушайте совместную программу «Эхо» и Центра современного искусства «Облака» «Парк искусств». Ведет программу Валериан Гагин. Телефон рекламной службы «Эхо Москвы» в Уфе 216 35 99. Будет реклама, будет и эхо. На то мы и партнеры. «Эхо Москвы» в Уфе и ProUFU.ru представляет рубрику «Говорим по-башкирски». Путь. Юл. Трамвайные пути. Трамвай юлдары. Трамвайные пути. Трамвай юлдары.
Чехия может оплатить строительство трамвайных путей в Уфе. Чехия Уфеле трамвай юлдарын төдеуді түлей ала. Чехия может оплатить строительство трамвайных путей в Уфе. Чехия Уфеле трамвай юлдарын төдеуді түлей ала. Эхо Москвы в Уфе и проуфу.ру представляет рубрику «Говорим по-башкирски». В Уфе есть люди, у которых есть особое мнение о том, что происходит. Более того, в Уфе есть люди, которые не боятся высказать его вслух. По будням, кроме пятницы, эти люди приходят на «Эхо Москвы» в Уфе и отвечают на ваши вопросы. Слушайте программу «Персонально ваш» с понедельника по четверг в 15:10. Персонально ваш. Мы продолжаем прямой эфир на «Эхе Москвы» в Уфе. Меня зовут Дарья Кучеренко, и сегодня персонально ваш депутат Курултая от «Единой России» Рустем Ахмадинуров. Можно присылать вопросы. Номер +7 927 304 1051. Мы до перерыва на «Московские новости» говорили с вами про митинг в защиту башкирского языка, так он назывался, который прошел 16 сентября. В принципе, ваша позиция понятна по поводу вообще башкирского языка в школах, что не нужно никого заставлять его учить, а вот давайте посмотрим на это с точки зрения диалога между теми людьми. Но я не против его изучения в добровольном порядке. Обязательно. Да. Посмотрим на это с точки зрения выстраивания диалога между обществом и властью в республике, между теми, кто за обязательное изучение или против обязательного изучения, и между теми, кто принимает решение о том, как это все будет на территории республики реализовываться. Вот вы увидели какой-то диалог между представителями власти и между, например, теми людьми, которые вышли на эту площадь у Дворца спорта? Ну, вот этого диалога нету пока, и мне кажется, вот выстраивать такой диалог нужно. Вообще, те люди, которые эту тему поднимают, я вот этих молодых ребят, которые идеологами, что ли, этого направления понимаю, они действительно вот болеют за башкирский этнос, вот этот башкирский язык, действительно, что он исчезать будет, если сейчас не принять какие-то меры. И поэтому, наверное, вот и властям, и, может быть, даже нашим коллегам, которые занимаются этими проблемами межнациональными, нужно какой-то диалог с ними выстраивать, потому что если такая озабоченность есть, нужно принимать меры для того, чтобы эти проблемы снимать, не только на митинге. У власти, по сути, есть посредники, есть те, кого мы, как избиратели, выбрали нашими представителями. Это депутаты. На этом митинге был только один депутат, и то от городского совета, это Юнир Кутлугужин, руководитель регионального отделения партии КПРФ. Никого из депутатов Госсобрания, например, не видела. Почему какая-то отстраненность от этой ситуации? Ну, может быть, потому что сама направленность митинга, вы знаете, что высказывали там митинги долой, соответственно, это, то есть сама направленность митинга, она уже против действующей власти. И что? И, соответственно, но если люди приходят на митинг, говорят долой эту действующую власть... Но не говорят про главу республики. Я понимаю, но при этом всем как выстраивать отношения, если, допустим, представители того же Курултая являются сторонниками того курса, который реализует глава. А что, все депутаты Курултая принимаются по принципу, что ли, лояльности к власти? Нет, зачем? Безусловная любовь к руководителю? Ну почему? Вы же сказали, что Кутлугужин, допустим, депутат присутствовал. Городского совета, но не Курултая. Не принципиально. То есть в данном случае он тоже народный избранник, и он тоже выразил свое мнение. Почему другие коллеги не пришли? Может быть, не пригласили. Лично вы может пошли быть, на этот митинг, если вы были в Уфе? Я бы нет. Потому что я уже сказал свою позицию, что я не совсем согласен с проектом резолюции, где предполагается все-таки принять меры по принуждению изучения башкирского языка другими этносами. Что касается
других коллег, то это надо задать вопрос им. Мне кажется, что если бы диалог был выстроен, то, может быть, кто-то и принял бы участие, и мы бы услышали другую точку зрения. А этот митинг комментировали многие политологи, в том числе и федерального уровня, и некоторые из них говорят, что за этими людьми, которые вышли на эту площадь, якобы могут стоять какие-то силы, допустим, у них есть какая-то поддержка, и весь этот протест может быть политизирован и использован для каких-то вот политических целей. Вы, как человек, который является руководителем школы российской политики, вы наверняка можете здесь что-то проанализировать, что-то увидеть, что-то предсказать. Вот у вас есть подобное впечатление? Ну, я не исключаю и согласен, что, конечно, за такого рода митингами стоят какие-то силы, которые заинтересованы в раскачивании, расшатывании ситуации в республике. Наверняка они в республике находятся? Я думаю, что они находятся и в республике, могут и вовне. У нас есть конгресс башкирского народа, по-моему, так он называется, который публично не признает, публично высказывает недоверие действующему главе. У нас есть там обиженные какие-то, может быть, чиновники, которые сейчас не у власти. У нас есть просто, я говорю, эти молодые люди, допустим, которые имеют искренние какие-то позиции по поддержке своего языка. И здесь, конечно, надо смотреть, допустим, и властям, и работать с теми, кто искренне хочет что-то решить, какую-то проблему, и те, которые просто решают проблему того, чтобы расшатать ситуацию и создать проблемы власти. Еще этим летом в Уфе проходили в разных частях города митинги дольщиков, которые считают себя обманутыми. Они даже создали организацию на территории республики, куда вошли представители большинства, наверное, если не всех проблемных объектов, которые есть в Башкортостане. И сейчас я вижу в официальных сводках каких-то, в новостях СМИ, что правительство республики каким-то образом пытается подключиться к решению этой проблемы с обманутыми дольщиками, но пока, на мой взгляд, не знает, как лучше это сделать, где взять деньги. Понятно, что бюджетные деньги туда не направят, скорее всего. У вас есть, как у депутата, какое-то видение, как можно эту ситуацию решить? Есть, скажем так, радикальный способ решения этой проблемы. Его рассматривают в Госдуме, чтобы вообще, в принципе, прекратить строительство жилья с помощью долевого строительства. Такой законопроект сейчас находится в Госдуме. Но есть текущая ситуация, есть текущие обманутые дольщики. Обманутые, тут тоже нужно сказать, что эти обманутые дольщики, они тоже разные. Есть те дольщики, которые отдали свои кровные и реально попали в ситуацию в результате обмана недобросовестного застройщика, а есть те дольщики, которые купили жилье при стоимости квадратного метра, допустим, в 45 в Уфе, купили, допустим, за 30. И при этом сами рисковали, но попались на то, что на уровне котлована попали в недобросовестную ситуацию. Понятно, что здесь отобрать одних от других очень сложно. И должно быть какое-то системное решение. В преддверии президентских выборов все такие категории граждан, которые попали в эту ситуацию, они пытаются объединиться и высказать коллективное мнение властям всех уровней о том, что помогите решить проблему, потому что мы просто не знали и нас обманули. Конечно, властям, учитывая, что власть в данном случае консолидированно выступает, нужно принимать какие-то решения, причем нужно принимать системные, с моей точки зрения, решения, которые, в принципе, даже решив эту проблему, чтобы достроить это строительство, в будущем нужно эту проблему искоренить таким образом, чтобы все-таки долевое финансирование или не производилось, или производилось уже с учетом того, что гражданин четко понимал, что если ты идешь в долевое строительство, то если не построят, то ответственность будет только на тебе и на страховщике, к примеру, но не на государстве. Сегодня, раз такая лазейка есть законодательная, то властям
нужно решать эту проблему, и я думаю, наши власти эту проблему будут решать. Вот еще про митинги. В Уфе было 5 площадок, так называемых гайд-парков, на которых можно было проводить митинги политического характера, там, социального. Сейчас таких площадок осталось 4. Площадь у Дома профсоюзов исключили из этого перечня, причем правительство республики подписало указ, не объясняя причин этого. Может быть, вам рассказали, как депутату? Мне не рассказали. Я, конечно, в принципе, с удивлением об этом прочитал, и мне кажется, что это не есть шаг в направлении там, развития демократии. Я митинговал в этом году на этом месте вместе с профсоюзами на 1 мая. Замечательное место, удобное для граждан. И изымать его, учитывая, что все остальные площадки, это практически единственная площадка, которая была в центре. То есть остальные там и Волна, и в Деме, и в Кировском районе, может быть, в Калининском районе, Химик. И за исключением, может быть, Дворца спорта, но все равно в этой части это была единственная площадка, и исключение его из списка площадок для митингов, оно, конечно, ограничивает свободу слова. Мне непонятно, в связи с чем это принято решение, если будет удобно, я спрошу. У меня, может быть, предположение, может быть, в связи с тем, что там, может быть, профсоюзы что-то там часто проводят, какие-то мероприятия. Может быть, там памятник нашего Мустай Карима как-то после этих митингов что-то. Я не знаю просто для чего, почему это было. Там памятник, там же сделали хороший очень парк после этого. Может быть, загаживают. Он у нас Зарядье там открыли и тут же загаживают. Может быть, в связи с этими соображениями. Но, в принципе, надо искать другую. Да, нужно другую площадку тогда предложить. Ну вот мы с вами сидим и гадаем, потому что мы на самом деле не знаем, чем правительство мотивировало это решение. Но они, я кстати, уточню. На наш запрос редакционно не ответили по этому поводу. Между тем, Конгресс башкирского народа, который мы сегодня уже упомянули, завтра планирует именно на этой площадке проводить свой митинг. То есть площадка уже исключена из перечня, но уведомления, как они утверждают, они подавали за несколько дней до того, как ее исключили. Вот так вышло, они там... Коллизия такая, да? То есть они успели вроде подавали, как, да? Да, а 8-го эту площадку исключили. При этом им, формально этот митинг, можно сказать, не согласовали. Ну, то есть им не предложили альтернативную площадку, не предложили ни день, ничего, просто сказали, что она, в общем-то, будет занята. Тут все очень сложно. Получается, вроде как площадку исключили из перечня мест, где можно проводить мероприятие. Что-то там у них будет проходить, но городское, в 5 часов вечера. Как вы думаете, правильно ли они поступают, что решают все-таки проводить на этой площадке митинг? Ну, это, конечно, сознательная позиция идти на обострение с властями. Насколько она обоснована с точки юридической, мне сложно сказать. Конечно, если они, как они говорят, подавали заявку до того, как это было исключено, то правда на их стороне. Если же решение было принято до этого, то, мне кажется, это противозаконное мероприятие. Угу. Поэтому здесь надо разбираться. Не могу, к сожалению, прокомментировать. Давайте тогда перейдем к другим вопросам. Я напомню нашим радиослушателям, что депутат Курултая от «Единой России» Рустем Ахмадинуров персонально ваш. Пишите вопросы на номер +7 927 304 1051. Мы сегодня утром ставили голосование по поводу мечети Ар-Рахим. Там, в принципе, ничего принципиально нового, но кроме того, что мэрия год не может дать ответ по проекту Муслим-Сити, хотя должна была уже давно дать, публичные слушания прошли, прокуратура там вмешалась. И мы ставили вопрос такой, который я хочу задать и вам. Считаете ли вы, что власти сегодня должны вмешаться в происходящую там ситуацию, не знаю, финансово или просто как-то политическую волю здесь проявить и как-то ускорить, не знаю, темп строительства этой мечети или уже как-то в итоге ее заморозить, закрыть? Ну, что-то, в общем, решить с этой мечетью. Или все само собой должно разрешиться? Ну, несомненно, мечеть, соборная мечеть, которая вот на въезде в город, это будет украшение вообще и города, и республики. И замораживать, во всяком случае, на длительный срок, это, памятник бездействия властей будет. Поэтому власти, конечно, должны в эту ситуацию вмешиваться, с моей точки зрения, находить возможности, чтобы процесс продолжался,
потому что, в принципе, вот такого рода, с другой стороны, такого рода памятники, такого рода объекты, точнее, не строятся там очень быстро. Поэтому, ну, вот текущая ситуация, вы говорите, около года, главное, чтобы она там на долгие годы там не затянулась. Я думаю, что при конструктивном взаимодействии республиканских и городских властей с участием заинтересованных лиц, ну, те, кто, соответственно, фонд вот этот благотворительный, Урал, по-моему, там занимался, при взаимодействии с духовным управлением мусульман, эта проблема решаема, и я надеюсь, что так и будет. Еще к вопросам, уже касающимся деятельности Курултая непосредственно. Может быть, вы помните, вы весной этого года рассматривали один вопрос, который предложила вам рассмотреть инициативная группа по проведению референдума. Они по прямым выборам мэра. Курултай тогда этот вопрос не стал рассматривать и счел, что вопрос референдума не соответствует федеральному законодательству. Правда, не пояснил, какой именно статье законодательства. Я не помню, как вы голосовали по этому законопроекту. Напомните, по этой идее. Я в целом поддерживаю, я просто не голосовал на том, по-моему, заседании, но я поддерживаю в целом выборность глав муниципальных образований с населением, ну, таким как Уфа, свыше 1 миллиона человек. Суд Уфы встал на сторону инициативной группы, неожиданно для всех. Верховный суд? Да. И нет, не Верховный. То есть еще пока только одна инстанция, еще суд пока, района еще пока не было апелляции, насколько я знаю, она предстоит. И поэтому решение еще не вступило в законную силу, тем не менее. Неожиданно, насколько я понимаю, в общем, для даже самих заявителей, суд встал на их сторону и посчитал, что Курултай незаконно отказал в рассмотрении этого вопроса, потому что не указал причины, по которому этот вопрос вообще не принят. И там перечисляются, я читала это решение суда, и там перечисляются вопросы, которые нельзя ставить на референдуме. И вот вопрос подобного тому, который был предложен, в этом перечне нет. Если Курултай сейчас снова столкнется с тем, что нужно будет рассматривать этот вопрос, ваши действия? Ну, я подчеркиваю, что я приветствую избрание глав муниципальных образований, вот таких как Уфа, свыше 1 миллиона человек, всем населением. Считаю, что это будет более правильно. Что касается того, что если будет этот вопрос вынесен, то надо посмотреть, какой законопроект, как он будет вынесен, в какой формулировке. В принципе, я считаю, что Курултай может рассмотреть эту инициативу. С моей точки зрения. Ну вот вопрос, вот вы говорите, что внутренне готовы, и многие так приходят и говорят, что, в общем-то, они разделяют эти прекрасные идеи демократии, но когда встает вопрос о том, чтобы, например, встать на заседании Курултая и сказать, давайте рассмотрим, в чем проблема. Тут кто его внес? Кто эту инициативу внес? Это инициативная группа, которая состоит из 20 человек, возглавляет ее руководитель регионального отделения партии «Прогресса», координатор штаба Навального Лилия Чанышева. Вот. Ну, насколько я помню из хронологии мая, ее даже не пригласили на заседание вот в Курултае, ей не удалось донести до депутатов, в общем, свою позицию, но теперь вот суд посчитал, что все это было не совсем законно, так сказать, и я так понимаю, что Курултай должен будет вернуться к этому вопросу снова. У нас есть комитет по местному самоуправлению, Азнабаев как раз возглавляет его. В принципе, но я готов оказать коммуникацию для того, чтобы еще раз, допустим, если эта инициатива будет, чтобы комитет, может быть, еще раз вернулся к этой инициативе. Завтра вы говорите пленарное заседание Курултая. Да. А что планируется рассматривать на нем? Ну, достаточно обширная повестка. У нас всегда идут отчеты министерств, ведомств. В частности, вот будет отчет Федерального комитета, Федерального агентства Федеральной службы по природопользованию. Будут внесены Минфином из такого глобального, что я помню, изменения в закон о бюджете этого года. То есть там какие-то будут опять изменения в семейный кодекс.
Это то, что я помню. Дело в том, что нам раздают повестку накануне, и вот уточненную повестку я еще... А как вы готовитесь, если вы не знаете повестку? Нет, я знаю, я же назвал те вопросы, которые я примерно сам помню. Но повестка А сколько подробная... там вопросов в повестке? Порядка 40. И то есть 40 вопросов, и о большинстве вы узнаете уже перед заседанием. Ну, там из них порядка 15 вопросов – это утверждение мировых судей по районам, то есть они такие достаточно короткие. Что касается инициатив, то вот новых, там обычно 5-6 законопроектов, остальные это во втором-третьем чтении, то есть мы уже о них смотрели, и они как бы просто вносятся какие-то, может быть, изменения, если есть у каких-то депутатов. Зачастую этих изменений нету, и это формальная процедура. А новые законопроекты, вот, которые, допустим, 5, 6, 7 новых, я смотрю, в всяком случае, я смотрю, когда это приходит, в частности, вот закон о внесении изменений в бюджете, и, соответственно, когда уже прихожу, я примерно представляю, о чем разговор, и если у меня есть какие-то вопросы, то задаю эти вопросы непосредственно спикерам. Последний вопрос в нашей сегодняшней программе. Дело в том, что председатель Курултая Константин Толкачев написал письмо с просьбой помиловать экс-сенатора от Башкирии Игоря Изместьева. Ну, правда, он говорит, что делал это не с позиции председателя Курултая, а как частное лицо. С человеческой позиции. Объясните, пожалуйста, в общем, действительно ли это позиция Курултая по поводу Игоря Изместьева? Обсуждалось ли это в Курултае или это, в общем, частная позиция Толкачева? Это человеческая позиция спикера парламента. Она не обсуждалась, насколько мне известно, в парламенте, во всяком случае, публично. Я сам по этому поводу даже, по-моему, высказывался. Считаю, что со стороны президента страны это возможный акт милосердия, который будет решение президента. Мы, как депутаты, никакой юридической нашей силы воздействия на это повлиять на за или против нету. Тем не менее, некоторые ваши коллеги подписались под этим прошением. Здесь же понятно, когда президенту приносят прошение о помиловании, и он видит, что там спикер Курултая подписался, что там главный раввин республики подписался, да, глава ЦДУМ и так далее, это имеет определенный вес. Вы не готовы подписаться под прошение? Я не готов, потому что вообще я как бы к тем инкриминируемым преступлениям, которые ему инкриминируют, которые как бы судом доказаны, отношусь очень негативно. И если коллеги по какой-то причине, там, в смысле, для себя считают возможным выступиться в поддержку, пусть даже такую моральную, то, значит, они знают этого человека или знают об этом деле что-то больше. Я ни самого Изместьева не знаю, ни о его делах там, в принципе, поэтому я не готов на такую подпись. Спасибо большое. Сегодня персонально ваш на «Эхе Москвы» в Уфе был депутат Курултая от «Единой России» Рустем Ахмадинуров. Спасибо, что пришли, ответили на вопросы. До свидания. В полном контакте с информацией.